Эта книга «Партизанскими тропами к Великой Победе» была написана в 2017 году. Она посвящалась к 75-летию освобождения Республики Беларусь. Потому что и указом президента Лукашенко было объявлено как «Малая Родина», и много посвящалось книг, рассказов, встреч, посвященным вот этому. Книга посвящается белорусскому Полесью и партизанскому движению в белорусском Полесье. Чем она отличается в целом от партизанского движения в Белоруссии? Сейчас ведь вошло в обиход слово, что Беларусь – республика партизанская. И это действительно так. Но отличие было в том, что если сразу основные силы гитлеровской Германии шли на Москву по центральной от Бреста на Минск и рвались к Смоленску, рвались дальше к Москве, то белорусское Полесье, оно прикрывалось реками Днепр, Припять и оставалось в стороне. И даже в первоначальной директиве планировалось, что обойти вот этот участок и с другой стороны, через 200 километров, форсировать Днепр и вернуться и оккупировать вот эту территорию белорусского Полесья. История довольно удивительна в самом этом крае. Значит, много там прошло боев, она переходила неоднократно из рук в руки, и в Австро-Венгрии, и другие. Кстати, там проходил в Первую мировую войну Брусиловский прорыв через это. Значит, в Кобрине штаб Суворова тоже. То есть такая вообще-то, довольно очень интересный край. Поэтому, гитлеровские войска вошли туда 3 только июля. Значит, если в других 22 июня они шли и рвались вперед, то здесь они увидят, что обстановка несколько меняется, повернулись и начали занимать вот эти территории только вот 3-10 июля 1941 года. Несколько слов хочу сказать вот о чем для наших читателей, для наших жителей. Сейчас очень развернулась негативная кампания против акта, подписанного между, как он вошел, акта Риббентроп-Молотов. Тот договор, который был подписан в 1939 году. Особенно это шельмование открыто развернулось, когда при Горбачеве еще, когда идеологическое направление возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Он тогда активно поддерживал сепаратистские движения в прибалтийских республиках, с ними закулисно встречался, и вот эту тему он очень нагнетал. Но хочу всем сказать, вот для нас, белорусов, да в основном и Латвия, и Литва, кроме вот Эстонии, относились довольно неплохо к этому периоду, к этому акту, который долгие годы существовал. Это сейчас с новыми позициями начали пересматривать определенные силы. Для нас, белорусов, это было особенно, потому что в 1939 году, 17 сентября, когда было присоединено, 3,5 миллиона белорусов вошли в состав Восточной Белоруссии. То есть Беларусь была расчленена на 2 части по Рижскому договору 1921 года. И находясь под Польшей, вот эта территория, я должен вам сказать, все территории, лучшие земли отдавались так называемым осадникам. Это бывшие служители польской армии, которые воевали с красноармейцами, с Красной армией Буденного, Тухачевского. И вот, коли эта территория отошла по Рижскому договору к Польше, там все земли занимались вот этими, в основном, военнослужащими польской армии.
Белорус в белорусском Полесье, хотя по договору разрешалось иметь свои школы на белорусском языке, иметь там, чтобы не прищемляли, но кто на это смотрит? Практически все школы, все преподавание шло на польском языке, запрещалось все, что связано с культурой, бытом белорусского народа, оно полонизировалось, выветривалось. И должен сказать, что белорус в этот период мог, вот Полесье, белорусское Полесье, ни на какие должности не назначались. Самой большой должностью было у белоруса тогда, вот Полесского, Полешука, это старшим конюхом. Остальное, крестьянская жизнь проходила, как проходила. Поэтому люди были крайне недовольны. Но, как всегда бывает, одна часть активная, вторая занимает такую выжидательную позицию. Ну, а некоторая часть, их небольшая, которая по каким-то причинам была связана. Поэтому вот такая судьба вот этого Полесья, Полешуков в этой части Белоруссии. Когда началась Великая Отечественная война, когда заняли немцы, они сразу же не ставили больших гарнизонов вот в Полесье. Они считали, что обойдутся силами, потому что пропаганда такая была, что союз национально развалится, что национальности разойдутся по своим квартирам и ничего. Но тем не менее это было их разочарование, когда максимум начали встречать и поддерживать Красную Армию. Ну, первый эшелон так называемых тогда еще с 1939 года не устоялись ни партийные, ни советские органы, но тем не менее всех активистов, которые были в этот период, сразу начали создавать партизанские отряды, они сразу практически были уничтожены. И только уже вторая волна, с помощью уже центра, когда уже попавшие в окружение офицеры Красной Армии, уже начали направлять, только тогда создавались уже более организованные, мощные партизанские отряды для остановления той агрессии, которая осуществлялась в этом крае. Мы привыкли вот по центральной Белоруссии, много говорим о взрывах эшелонов железных дорог. Здесь тоже проходили железные дороги, и отдельным отрядом ставилась задача взрывать. Но основная часть, отряды были малочисленные, основная часть партизанского движения, перед ними ставила задача разъяснять людям, срывать и саботировать отправку детей, особенно с девочек с 14-16 лет, мальчиков, кто еще не убежал в партизанские отряды, отправлять в Германию как в трудовые лагеря. Поэтому это целыми эшелонами вылавливали, садили в эти товарники и отправляли в Германию. И потом, в первоначальный период, их размещали по немцам-крестьянам. То есть для обработки земли, выращивания. Это только в 1943 году, когда не стало хватать рабочих сил, в немцев, когда стала останавливаться промышленность, тогда они всех их почистили от крестьян и поставили на различные заводы, на различные производства. И ставила задача срыва отправки скота, зерна и других. То есть партизаны отслеживали, как только с деревень соберут зерно в амбары, как только готовятся к этому, их задача была в какое-нибудь время окружить, если смогут отобрать и увезти обратно, если нет, то просто сжигали, чтобы только не доставалось зерно и не отправлялось сюда. Ну и ряд других, лес, другие, поэтому такая задача вот для этих отрядов была ставлена. Здесь описывается, я постараюсь описать чисто о моей родине, о моем участке жизни, где я непосредственно родился в партизанской семье. Вся семья партизанская была. Я в младшей семье, старший, отец, и все у нас 11 человек по линии отца погибли
вот в сражениях с фашизмом. Должен сказать, что здесь работала бригада «Советская Беларусь». «Советская Белоруссия» тогда называлась. Значит, было 3 отряда. Значит, как они считались, значит, истребительные отряды, которые проводили ряд дерзких операций. Они размещались в наших мерлинских хуторах. Население тоже много бежало туда, в непроходимые болота. И они вместе практически были землянки, где размещался штабы, вот, бригады, отрядов и жители деревень, которые помогали обеспечивать партизан продуктами, потому что жизнь остановить невозможно. Стирать, готовить, особенно выстирывать, зимой вымораживать от вшей и всяких других напастей. Поэтому такая стояла задача перед отрядами. Ну и проводили, я уже говорил, ряд дерзких операций по срыву, значит, не только железнодорожных узлов, а мостов, дорог, значит, ну и срыву, вот вывоз детей, людей, зерна, животных и других в Германию. Вот такая задача. Хотелось бы сказать, что вот здесь это описывается о Савицкой, которая Анна Константиновна. Почему меня заинтересовала? Значит, она непосредственно была в отряде с моим братом и непосредственно находилась там. Я когда познакомился с ней, меня это очень заинтересовало. Значит, и я много знал уже, в семье рассказывал. И когда с ней стал разговаривать, честно говоря, после войны после войны до 48-го, до 50-го года, многие уничтожались партизаны и все активисты советской власти. Поэтому многие старались после войны об этом лучше молчать, лучше не рассказывать. И когда я начал с ней беседу, она, конечно, тоже в какой-то степени не все вспомнила, не все. Поэтому пришлось работать в архивах в Минске. Кстати, очень хорошо сохранились все материалы бригад. Надо сказать, довольно очень интересно. Приказы писались сам писарем в одном экземпляре. Есть совершенно секретные, есть секретные, все. Аккуратно сохранившиеся. И вот благодаря этому, значит, я хорошо изучил вот эти бригады «Советская Беларусь» и ее взаимодействие с соединением нашего земляка, сына удмуртского народа Александра Николаевича Сабурова. Александр Николаевич Сабуров находился на границе с Белоруссией и Украиной, но на территории Украины его. У него был 5000-ный отряд. 5000 партизан, довольно очень боевых. Значит, и они проводили настолько успешные операции, они согласовывали, допустим, некоторые свои действия с Красной армией, с фронтами, с армиями, которые близко дислоцировались, недалеко уже приближались. И, конечно, в тылу наносили очень ощутимый вред. Вначале немцы не полагали, что придется тут проводить большие операции против партизан. Но уже с 1943 года настолько усилили и целые свои дивизии СС бросили туда. Значит, к сожалению, очень много воевало венгров, они там погибли. И я тут, когда издал книгу, подарил одному венгру, который был, говорю, посмотри, значит, сколько ваших, значит, земляков перемолотили мои польщуки. Потому что вы туда ушли, кстати, бесчинствовали очень зверски. И если в 1955 году по конвенции был подписан и на территории Германии, на территории Советского Союза все могилы пропавших приводились в порядок, свозились, идентифицировались, то, честно говоря, вот в том месте, где я родился, где я вырос, было место, где окружили и партизаны, и расстреляли довольно, наверное, более сотни венгров. Но, к сожалению, я венгру так и здесь написал, и венгру сказал, значит, мы, крестьяне, вынуждены, чтобы коровы и другие не ходили по могилам, обнесли эти вот места
значит, место. Значит, но их никто так не убрал, никто так не заинтересовался, они там и находятся. Я ему назвал дивизии, которые там венгры участвовали, кто там погиб. Я думаю, если они заинтересуются, то по источникам можно посмотреть, как они воевали, как они, значит, там пытались бесчинствовать. Ну, были и ряд других сил бендеровских и других. Я должен к радости сказать, что среди белорусов были единицы, которые могли работать над. А так, те, которые не активно работали, то они лучше занимали позицию мирно, тихо пережить это лихое время. Значит, ну, война все равно всех задевала, и отоспаться, отлежаться, отсидеться было невозможно. Значит, тем более я посмотрел списки, вот это и со стороны было противников, и наши партизанские отряды очень четко вели списки по деревням, кто какую занимает позицию. Значит, вы знаете, есть пьеса, по-моему, Макаенкова, значит, сейчас, которая показывает, как белорусы направлялись в деревни полицаями. Потом, когда увидели, что эти старосты деревень, полицаи находятся на службе в партизан, был приказ, и массово стали расстреливать, вылавливать. У нас вот в семье тоже была такая трагедия. Вот моего родного дядю до 17-го года мы тоже считали пропавших без вести. В начале войны его направили в другую деревню старостой там. Потом через год его разоблачили, и он, так сказать, его переправили вот в отряд соединения Сабурова, и он там был в разведке. Все знали, что он в разведке, он поддерживал связь с нашими местностями. А потом, когда в 1944 году начали уже наступать Красная Армия, всех проверенных бойцов, будем говорить, партизан, их фильтровали, будем так говорить, и сразу зачисляли, значит, красноармейцами, присваивали им звания, и сразу они шли в бой. И он, значит, при форсировании Вислы на территории Польши там погибает. И, к сожалению, никто не знал, где он находится. Никто не сообщил. И вот когда я работал в архивах, когда я посмотрел картотеки, как призывались, откуда, как его дальнейший путь сложился, потом посмотрел архивные материалы соединения Сабурова, что он активный, награжден медалью партизан, там, активный разведчик, тем более знал всю эту местность. Там же леса, болота, надо знать, куда пройти, как пройти. Ну, к сожалению, это все. Его выросли дети, даже сын уже умер, и так не знали, что он, оказывается, у нас не предатель. И это у нас, так сказать, вот как даже скрывалось. И вот, значит, это тоже обнаружил в архивах, посмотрел, что он, оказывается, геройски погиб. Я уже семье, кто остался живой, там уже внукам передал, чтобы на память вот это все. Так что вот такие события развивались на этой территории. Значит, еще раз вернулся к акту Молотова-Риббентропа, что он очень важную роль сыграл. И мудро поступили, что, подписав акт и границу, я подчеркиваю, уважаемым читателям, кто нас будет слушать, видеть, это дало возможность Советскому Союзу, Сталину, Молотову, другим границу перенести от Минска, которая было 39 километров, 39-40, смотря какой участок, километров от Минска. Значит, практически в диверсии были постоянно, это Минск. И когда вот подписали, то сразу границу перенесли за Буг, за Брестскую крепость, значит, за 350 километров. Это дало возможность, значит, сразу привести Брестскую крепость более-менее в надлежащий порядок. Значит, она и раньше русской армии строилась, смотрите, так. И создали пограничные отряды. Кстати, я здесь в этой книге пишу, сколько, очень много удмуртов, именно удмуртов служило в погранзаставах. И поименно называю, сколько их погибло в первый день войны, потому что пограничники первые столкнулись с зверством. И они не сдавались и уничтожались. Кстати, уничтожались пограничники, комиссары, там, большевики, все, они уничтожались без суда и следствия. Поэтому тоже пишу, сколько погибло.
И хочу отправить, почитайте, пожалуйста, мемуары Манштейна, генерала немецкой армии, который возглавлял и который танковыми своими клиньями шел на Москву. Он в своих описаниях пишет: мы столкнулись не только с массовым сопротивлением, хотя уже разбиты основные, с массовым сопротивлением бежавших с окружения красноармейцев, партизан и диверсиями, которые... Но мы столкнулись с этим огромным расстоянием, 350 километров еще до Минска. И вот эти белорусские пески, эта пыль настолько забивала все, что глохли моторы, и от жары мы вынуждены в эти июньские дни, бывает часами, проставить, часами, значит, терять свое время. Манштейн признает, что вот этот даже участок, который позволил 350 километров, который границы, позволил и здесь выиграть и время, выиграть и измотать вражеские силы, покуда они дойдут до Смоленска, потом пошли дальше, уже смогли, в общем-то, приобрести новое качество, значит, борьбы против фашистской Германии. Поэтому для нас, белорусов, мы всегда 17 сентября считаем, особенно Западная Белоруссия, как праздник. Очень торжественно отмечается, вывешиваются красные флаги, и этот праздник считаем у нас один из очень основных. Поэтому все, кто критикуют вот этот акт молодого, это враги Советского Союза. Это враги Российской Федерации, враги тем более Белоруссии. Поэтому сейчас много разных вот этих поветрий, к сожалению, много не глубоко стараются уникнуть в историю, поэтому как-то считается это. И вот мы сегодня находимся в комплексе, значит, комплексе памяти, комплексе «Наш вечный огня». И, наверное, все мы, кто приходит к этим местам, возвращаемся своими мыслями и памятью к тем временам, и вспоминаем, у кого глубже память, у кого меньше знаний по войне, к тем трагическим событиям, которые были. И тем более мы, белорусы, у нас по нынешним источникам показывают, погиб каждый третий, ну, 3,5 миллиона называют погибших. Уничтожены практически более, значит, деревни сожжены, там, и все, производство практически разрушено. Поэтому для нас это трагедия, и мы об этом должны всегда помнить. И праздник сегодня, День государственности современной Белоруссии, является 3 июля. На референдуме народ проголосовал более 90%, по-моему, 98%. Именно, что 3 июля, день освобождения города Минска, 4 фронта на столице Республики Беларусь, Советской Белоруссии, считается национальным праздником, Днем государственности для современной Белоруссии. И для нас это незыблемо. Несколько слов о нашей героине Анне Константиновне Савицкой, в замужестве Ковалевская. Судьба крайне сложная, интересная и сложная. Она была первой комсомолкой в своей большой деревне, кстати, очень такой. Она создавала комсомольские ячейки. После войны это крайне сложно, и до войны, и после войны. Она, значит, прошла вот такую боевую партизанскую жизнь. И она все время нам рассказывала, что я находилась, значит, в отряде, кухаркою, там все. Я посмотрел в архивах, и потом я говорю: Анна Константиновна, вы ведь не кухаркой были. Вы были настоящая разведчица. Значит, вы в таком отряде, вы выполняли такое задание, значит, и то-то, то-то, то-то делали. Я еще раз говорю, выработался стереотип, и не надо было вспоминать, что она действительно, она очень выполняла неплохие задания, значит, с другими. Девчонкам ставила задача бывать в деревнях, изучать ситуации в деревнях, кто что говорит, кто работает на немцев, как готовится, это все. Она выполняла очень хорошие такие боевые задания. После войны, к
Кстати, многие руководители партизанских отрядов там же проживали, и они поддерживали друг с другом очень хорошие связи. Ну, как судьба женщины, вот хотел бы, это вообще-то стержень в семье. Стержень в семье, на ней 3 детей. С мужем неудачно сложилось, неудачно сложилось. И хочу вообще, вот здесь я частично стараюсь описать, судьба полесщучек, судьба белорусских вот полесья женщин была наиболее угнетенная. Об этом даже писал Карл Маркс в свое время, приводил к примере обездоленности и судьбе женщины. Герцен посвятил более 50, по-моему, 5, я здесь пишу, публикаций в журнале «Колокол», значит, белорусскому полесью, белорусским женщинам. То есть бесправие, нищета, и, к сожалению, их задача рожают, простывают, умирают. Вдовец женится снова на молодой, которая трудоспособная, и вообще-то вот, значит, описывает, у нее судьба тоже, ее мать, будем так говорить, она уже партизанка, 24 года, уже состоявшаяся, она активно работает. Мать говорит, ты уже старая дева, пора тебе замуж. Так говорит, ну как, она практически вынуждена провела заручины, как у нас говорят, организовала свадьбу, для нее лично, как траур, она говорит. И, конечно, жизнь не сложилась с этим человеком, не сложилось, хотя родила 3 детей, но она воспитала их сама. Значит, одна дочь с ней живет сейчас там в Столинском районе, значит, которая помогает, и, кстати, активно. Старший сын Анатолий служил в Германской Демократической Республике, и по комсомольской путевке тогда набирали на строительство Ижевского автозавода. Он записался как активный комсомолец, активный такой и прямо с ГДР через Брест, не заезжая домой, рванул в Ижевск на завод. Мама даже обиделась, а ты чё, как проехал? Я говорю, поехал. И я должен сказать, он с этих 70-го года живет в городе Ижевске, работал на Ижевском машиностроительном, работал на Ижевском автозаводе мастером, на мотоциклетном производстве, и по сегодняшний день очень трудолюбивый, очень старательный, все. Несколько позже, уже в начале 90-х годов, приехала Ковалевская Людмила Викентьевна сюда, тоже к брату. Вот, она здесь активно занималась, создала торговый деловой центр «Беларусь», занималась поставкой и комбайнов, и других, и по сегодняшний день занимается, активно проводит работу по продвижению, будем отношению между Белоруссией и Удмуртией. Вот. Тем более, здесь вот я пишу, для белорусов Удмуртия далекая и близкая, описываю о Александре Николаевиче Сабурове, описываю, сколько внесла Удмуртия. Первые дни, в 1944 году, она уже отправляла эшелоны с крестьянской утварью для поддержания семена, плуги, другие для восстановления, в общем-то, Беларуси. Поэтому тоже в книге стараются вот эта связь, потому что она незыблема. И мы очень благодарны Удмуртии, удмуртскому народу, вообще Удмуртскому краю за тот великий вклад, который внесла Удмуртия тоже в годы войны. Я часто... Мы все пропагандисты в советские времена много говорили о заводах, особенно когда Устинов хвалили. Но только благодаря Лямину Михаилу Андреевичу, народному писателю, который очень много сделал для восстановления памяти военнослужащих от Удмуртии. И я посмотрел в его записки, в других, по разным источникам. Удмуртия из своих 900 тысяч жителей на то время отправила, некоторые источники говорят 290, некоторые говорят 320 тысяч своих юношей и девочек на фронт. Каждого третьего. Из них 150 тысяч не вернулось из фронта. Это в Удмуртии. И мы об этом как-то не выпячиваем, не говорим. Об этом надо говорить и кричать на каждом, чтобы каждые наши дети, внуки знали, что удмуртский народ
Удмуртия внесла колоссальный вклад. Не только девочки стояли, значит, у станков и с мальчиками, не только построили эту Болезинскую дорогу, которая далась крайне тяжело для населения, но она еще отправила на фронт столько. Сколько перечислила денег, сколько, знаете, самолетов купили на их сбережения. Вот я посмотрел в архивах, сколько собирали, и искренне все. Поэтому об этом, сколько мы можем, надо об этом говорить, и чтобы люди знали. Ну, эта книга находится в библиотеках города Ижевска, в вашей библиотеке, в библиотеке города Ижевска. Мы проводили в библиотеке, вот городской библиотеке имени Пастухова, значит, встречу с заведующим библиотек. Раньше назывался БИБ-коллектор, сейчас по-другому, наверное, центр. Вот, и мы всем вручили в Воткинске и в других городах, поэтому я думаю, что ее надо брать на вооружение для того, чтобы знали вот связь Белоруссии и Удмуртии.